телеканала «Грозный» продолжает программа «Новости». В студии Милана Манаева. Здравствуйте. Работа Министерства по взаимодействию с гражданским обществом не только помогать нуждающимся, но и выявлять аферистов. Глава республики интересуется промежуточными итогами деятельности нового ведомства. Результат дождей – обрушенные мосты, затопленные дома и смытые дороги. Руководитель оперштаба доложил главе республики о нанесенном паводками ущербе. Благотворительность без границ. Фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова оказал помощь семье из Ингушетии. 2 в одном – и плуг, и мотыга. Агрегат УРПГА, принцип работы, самый простой, пассивного типа и вращения. Житель Центароя изобрел универсальный землеобрабатывающий агрегат. Сегодня Рамзан Кадыров интересовался промежуточными итогами работы Министерства по взаимодействию с гражданским обществом. По словам руководителя ведомства, на номер поступают 1000 обращений. Сотни рассмотрены, десятки решены. Характер обращений, жилплощадь, лечение и материальная поддержка. В каждом сообщении важно выяснить, соответствует ли описываемая ситуация реальности. Из Дома правительства Ясмина Гатяева. Проблемы жителей обсудили сегодня на совещании главы республики. Министерству по взаимодействию с гражданским обществом уже 2 месяца. Предварительными итогами деятельности интересуется Рамзан Кадыров, в первую очередь координацией с районными властями. Арбит Тамаев сообщает, обращений 1000, рассмотрены сотни, десятки решены. В основном это вопросы выделения жилья и лечения. По выявлению остро нуждающихся семей тоже ведутся работы совместно с Советом депутатов, с главами районов. Комиссии проводятся и ими, и нашими сотрудниками. Вот и по каждому району, и по каждому городу тоже у нас есть статистика. Сколько нуждается, сколько не нуждается, сколько рассмотрено, сколько на стадии рассмотрения. Да, решить не до вопроса. По жилищным вопросам всего вот со дня создания министерства уже 47 жилищных вопросов решено. Там и квартиры выделялись, и жилье строилось. На электронный адрес ведомства, как и на интернет-странице главы республики, все время поступает сообщение. Выезжая по адресам, члены специальной комиссии часто обнаруживают, что жалобы некоторых безосновательны. Olyan az énosnak elkezdek, addig ráollant énosról ezt van. Olyan schönben lecsodban. Szóval én tényleg is van tanját, tantaul aládon. De hosszú vagy serdon. Heel tatúja nincs tatúja ilyen nehéz. Számos egy csúly, csúly, mert is fel csándon. Így is számos elírt ezt van. Valahogy meg töltődön, tehát színűek van szán هربان بيسيتنا خلباقش نعمو مداكي وغير حاول تشتين وشدو غير وغير دون يقدرش نك كيبتع بتم بوخ بوغ يسكيبل شوغ وغير إنو دون ويقدرش إنو دون يسوا هو دون إنو حال ديش بواجه شو ده سوشين بوخ بتنا سوشين كيبل كده نيت باتشن واحد خيط إنو شو كده سون هذا حاجة جالسة شكلك ديزاستون. По словам Тамаева, большинство тех, кто обращается по линии Минздрава, хотят лечиться за границей, хотя далеко не всегда состояние больного требует лечения в специализированных клиниках. Нередко родственники пациентов пытаются заработать на страданиях близких. Så då går man avita. Så Frankrike avita haberi estona. وتعبر مش بده كده سو سي بير ديسبل هو خلاص على نيت هو كوارتي الوقت هي صوت داخل تاع صوت انه شدي حنت داخل اني прекрасно دون интернет شو عايش عقوش ما كده صان وي دون سام лучшие условия شنيك دخبش يازي هو دون هر مك شواسي وجمك شواسي هر خلي وجه اللي باش بير حيو حاج وغيت ولو حاجاج وبعض تيجا ودن هوخنس ساعة انستغرام شو يازينك تليفون يازينك
80% нах, вы базу один нах больше. Закончились деньги, опять же просят. Большинство сообщений, поступивших в последние дни, касались паводков. Несмотря на то, что специальные службы уже приступили к ликвидации последствий стихии, люди продолжают звонить и писать по поводу даже самых незначительных неудобств. А в Аргуне по ложной тревоге даже искали затопленный дом. Instagram şu yazını Ergun'ya şu doğru şu musup bir pratika deş قاعدة خلال. подъезд дома и подъезд халдо то хат цана чудо ждодо шун хатчи цана до да цама я цю до Мамад телефон то Мамад хукай адрес сун хилч именно мил квартиру 6 5 это ну короче идеально ёсига цама да ця он бада дезла ой доцш эцхена и период до термер до да цриза ملجو دو چدو دو متكشنانا خيشواش مصماش يحضروناش أتصل خزتاين خزل دلدوش دومي أو تجا بتشاي رات تليفون تيار لوجنة دكتور لوجنة قدام دوش دو اشتلوزيج عم بعد ديسلا رات تيجي هذا وي خدنا يكسلوش بشحية تناخي خيتة خيتن يخ بدوال إلرون سراج ديال هذا بدوال شدو تشخنا رمزانش чаньял мой подвал. Жалоб много на местную власть, нехватку рабочих мест, а на деле оказывается, что самые активные пользователи сети даже не следят за событиями в республике. Целое правительство да главы да именно сектор развития языка, что промышленность развития языка мухаля, сельское развитие языка мухаля. И то вот он хайгал, и то вот он умеет лишь мухаля. Босс, если предприниматель, если бизнесмен да он изъявил желание построить да ресторан. Да, 20 официантов, 10 поваров, это охранников хорошо. Если была бы возможность, то $1 миллиард $1, $2 миллиард $1, доход рук, если была бы возможность. Ах, у меня идея. Пишут чеченцы, но называют себя чеченцами, я не знаю, насколько корни у них, чистые, не знаю. Или почему они не думают, что мы тоже люди, мы тоже граждане, вы в наших интересах развивать республику, строить промышленность, развивать сельское хозяйство, лечить больных, помогать жильем, строить дороги. Они почему не знают? Мы заинтересованы в этом в первую очередь, как никто другой. Мы потеряли все в этом направлении. حال دعوته يشتون وأوجي يقول لي تولى ناوس دعبك عشلات دون لازم تشوفك دون وعبك نابوش دون مصر ما دش كده просто دون элементарно воспитанность, их союзниц со страницы да вага переписка мою. Шейн дон интересно вот у нас я давай дон я вас со страницы со الحوار كده мы будем общаться с тобой كده со страницы я ладона примерно да, сисера чудина случая да, последний чудина сисера 612 да комментариев, даю сейчас автоматически да, а доку даю, ёсу вот сейчас да, 612 да, вахе сисера, сках чудина дока сах суртас. Ва миш буш, ночи юарибу, ночи киги нахбу, за меня отвечают они. За других они отвечают, обсуждают, но воспитанно смещаются. Гуллак, элементарная субординация, ясно? Хилцы есть, да, я думал, хилцы есть, вахе, да. Хочу почти не ахсал Инстаграм чабудас. Ислам и чаву, хохом цязя, сам я же да. Пожалуйста, помоги мне, да, встретиться с исламом, с миром. И чему? Я лазим, помоги дон. Хо, я знаю. Вугон, способно, хуже. Элементарно дон, хумштон. И чего волна, so и чего хундуалу на самом деле. И чего дош, уездоч, яхи что там сейчас. Яхи это думаешь, что это дон? Или яхи сойтсен бот обоча дон, уже дон, намного дон, мет бэкграунд, что это дон. Чтобы с ними тоже вести диалог. Новое ведомство работает несколько месяцев, однако нужного результата сотрудники министерства пока не достигли, а все потому, что нет взаимодействия с муниципальной властью, считает Кадыров.
我看这我觉得还一人是在出上行不达到，我大次越去。Министерство ашпон якобы. Бог наладит бинбац, нагасан наладит бинамияч шин мис бумияч, табьюч бац, эвена суншега ala любое время делаем. Бог му трен хучки паро, объясните дуал. Тяхрян совещание ш главы советов муниципальных образований царцини Бог бушаш хуни они обращение цутях. Это даю отрюшаш, юсар на месте делана. Ойлнышка проверкшина результат иштрил даболен якобы буахбухер но кер хахваттен халмуду очва хакар унени смс министерство цаг даяйтна цара района главшка ша юрдешка диона отписатина и все. Недовольство глава региона выразил и по поводу работы Совета муниципального образования. Именно они обязаны быть в курсе всех проблем на местах. نبولوش يعني خوش خلقو خارج نبو خارج جو دانا غاوش دانا من prefektsna دانا بابويتر بوغا دانا شيء إزبرات السي دانا ألا تشيز نيخ خلج أول خدو أزور على خلج دانا هو دانا دينا بوسا دانا بوخ بير بوال وي خوات ندربو إتاك prefekts загруженный бу على ما выявлять пеш дانا. Ну, мы сегодня видим, да, что не в обиду, да, вы абсолютно ничем не занимались, разговор. Ну, самый из тех бездельников, которые есть у нас в республике, даже элементарно, да, что я должен, что район, да, хал, митченших справок запросить, да, хорец район, хараду, да, хоккал, хараду, да, что саа информация, что я, да, хоккал, что отписать, да, إيش حيل دون كناش دعوة دون هو عن غدا ديز وهذا سخي هو غدا ديز شو دك أنت تدرس دون دعوة بيجي على زلمة شادر شوي دون ملياردير شادر شوي خليج شوي دون هو نادون شاشين نين قوق أنت ساعتنا واقع ورد ساعتنا واقع دون يدين نوت إنوش تدرس كيدستان Если реально, да, проблем никто не цаден, да, царь справка это скетча. Ой, совещание идет, и каждый, да, что должен район, должен хал, да, сон, мы бежим до Москвы там ю, даже да, хаттан что, да, жвап, что, что район, а его справка скетча, да, сон. Куда диз, чем мы должны заниматься для улучшения жизни населения, хотя социально, да. إذا decision دون عجالة وده ديش في قويت إنه شو متكي أتشن على يش هوش واقع ويدون وده decision دون أفريشي دون يش تريني ويا واقع حاصل يمين غواري وانسي وخنسي أنا وسط هو هربا أتخيل أنا سام دي هردو. Здесь же глава региона озвучивает сообщение жительницы Первомайской Луиза Дутаева просит Рамзана Кадырова посетить станицу, мол, местная власть бездействует. Условишь дикиац бог, 6 долча. Власть станиц Первомайской, ради наших родителей и стариков, ютте балбац. Дутаева рездукка нёш, бен Казахстан, хабекна бац, хама бекна, ока сразу чудо цинуш, желательно двухэтажный цинуш, дишь будешь. شاش وين غلقن داخل دوش شاش بو كازاخستان دون ساعات صيغه عين انا وقت старейшин اوشتوه يرتا ويتغر ولدان اذا ستانيتي دون هذا اسوايتن وشو دون ودوتا واردان اشتياز دو شو داسن يرتا بالا بات هو يرتا فلديز هو شو فونتنال ابيانش كوتش سيو هو كوكا عبد ماتشن ابجت ريسبيديتي واسكي دو ابجت زلا جيتن هو ريونا ازادو الدستان. Говорил Рамзан Кадыров и о тех, кто уехал в страны Европы за хорошей жизнью. В обществе ходят слухи о том, что огромное количество жителей Чечни продолжает покидать страну. Статистические данные говорят об обратном. К примеру, в 2008 году из региона уехало 18 тысяч человек. Если в 2010-2011 покинули 8-9 тысяч и вернулись до 30 тысяч человек, то в 2012 число покинувших страну снизилось до 5 тысяч. А вот вернулись в 10 раз больше. Из 150 тысяч чеченцев, проживающих в странах Европы, только 30 тысяч получили гражданство, около 60 тысяч имеют статус политического беженца или мигранта. Столько же людей находятся под угрозой депортации либо в местах лишения свободы.
والله بالله تالله تبارك الشاش دوت شعبان образование получить его يحيش ديندوش شاش نوخشو ليتسيش 12 dagen minister وانشتيا دا депутат وانشتيا دا إرسي dagen wat Европа Азия Араб ستراجكا Запад يا ديك يبوق أس هو تبوق أول دانا حاسش ناخد عبيوتش بخ نرمال ما دو كده ناخد عبيوتش بخ لوخش بمو كده يرتر غال وغالر دان ريجيون يقول كيش على كيش ريجيون زغرنيتي يقول نرمال هم دو دان عبيوتش بخش دان الحمد لله دان كده الخاصة بخ دان дабаран, да, почувствовать вкус жизни, когда. Сверить дедукция, что происходит, да, что происходило у нас, какие условия были для жизни людей и какие условия там их ждут в Европе, да, когда. Статус беженца получить. Все будет дело ура да. Пусть живут, я говорю, живите достойно Бога, не забывайте, что вы мусульмане, что вы чеченцы, да. Гордость, честь, совесть. Дитя Бог, не забывайте дома. Прыгайте их и дальше Бог жизни рассказать. В последнее время все чаще о чеченцах говорят и в связи с событиями в Сирии. Рамзан Кадыров считает, что этому есть свое объяснение. Речь идет о большой политике. Сирия, мелдок энти бой бойш. Десятки дан сотни ночи бойш. Бачута шейх бош. دائما كوم املو دائما никогда жизнь не воевала когда это دائما بوا بشر كده شيك انت نوت شابك استعوا سيري دون بتحق ولا كده ودك بوا بنسوا باشوت ايه رو كده اسمع موصلت املو يويشن خا نو نحن كده املو ودون تاع بدوا جو يعني املو دون فيلتشن دوتش ودون نبير دون او حالت دون ننسى بواتساب او قيتي نمر تعور نيدت وهذا صان جمس 10 مرسل دون رسي دبانيرش سيدي دون سيدي وان فينا استزميل دو بوا بنير اس يقال ايس دون يقال انت تعبوا تاع بتاع لرويلا شهر دون حقيقه توت ولج خمسه توج نعمل دون ننسى بواتساب داوات ان انا ابا عندك يقوب شو العمل يقال ميل دغ بوا بني اسني خيت وغاش يلزمني يا اخي ورق سيريا عاوزنش تايش ادلش اتشيتنش هو شيتنش شنا اورت يا ادمش قاعد يشتك قاعد مدو مو غور سيري دان اسم اس يش دان اللي دان هو تاع تشوبل دان شو عايزني ابرشينيش ارابل طنبو ويتش ار موغر شي دانا واقوسن شي زودا بيش واقيسن ها كده هو دواتن شيء دول هو دواتن شندول العاق شندول عن قرشبو عاقي وربو تدول ماري وربط عن فرنسوش يدارش بو جيت نو как хотят има die Бог es dan живите достойно dan сказки читают dan сирит он бава веса интики dan это вот я дал телефон طبعا بملش وسير دعاء عارف زان سيجا تشيخ يلز من عارف ده صار سيخ يا ساعه شو جولك ده شو نحوس сразу ده Турция на границе получает $5000 когда трофей حيبه شيء هو غازته $5000 عايته и трофей حيو قالت هو غازته هو قال لك ما جوشن ونعاد الامير شيشان ونعاد الامين يعاد وبوت اسعد كلام مش عربه بوش حلقه باخ سالك يچتو مالدوق بين شيت صح دوق بشابش بين نوخجبو تصباخيتو اي من европейский спецслужб تصباخيتو كاديرو специальная группа куэлландан список شدگی دان شين اوشر boş bolnach شو كاديرو список يابا ديلا ورا عن نرتسغل تسالي تسبيس هين تضو ديش يحكي دان الفار ايش بقابك ها سيري تشكو يسربوش كيش عاوش تشكو يسربوش كيش تشكو يسربوش اس ايش داه ديز بو اذا عليش ايش دولتا مسا شو ويك داه بو متحلشي دان. Возвращаясь к основной теме совещания, глава вновь призвал усилить работу с населением, а молодому министру Тамаеву подучиться у старших, более опытных коллег. Новых механизмов уже не придумать, а наладив проверенные методы, можно добиться больших результатов.
отдых, министр говорит, что он туда стягивает. Не слушай детские сказки, хороший бетру был набать. Ну, уж Бог бы набать, говоря. Ты общаешься не с теми людьми. То, примерно, Эргун Ибрахим, да он всю свою жизнь, да, зиму на кайок шуаны. Глава город, вошахила, изахила, вожахила, и волчья, وهذا حودي أشواء وهذا سلا حودي أشواء أصلا لكن الجوتشي هو كن الجوتشي هو دان الجوتشي هو تين دان دعوار كده هذا عيان أصلا دان بس نشوف كده شو عاقل يعني تعانوا كلش داس ما كده استان هتعامل ما دان أحبوا أصلا ده لاتش بكده استان أسود ديز على خط دان administratie هو project wil دان stare دان سو جيز دان بوابش دان حبوش وزناخي دان اسود ديز سو minister درج كوش دلين سبعين سبيح كان سبت بقعد زين بيوكسي عشان قد صعب اني عشان اجيب له رباشه كده. На встрече глава отметил, что с населением нужно работать теснее. И здесь речь идет не только об оказании материальной помощи, а в большей степени воспитательной функции. Людям надо разъяснить, что просить помощь, когда он сам может достичь нужного результата, это по меньшей мере постыдно. Да, dünya şükürle madu Musa peygamber ol zaman çah tansın ol çtu dona şabuh bir batça şabusal dinteyatsa şartwan bir batça şabuh bir batçin dar musab dal diz batça atsuhu bodar on honya bilgo dakna halat ladtwan bibiz ahadon hawaq don buh bibiz حون دال بيلقوا بيعكنيا وهو نيت خلق دون هاد نيس يا بو كان يخف دون ناخم دون بيلقوا بيعكن هاد بلا متجون بلا واش عن هو هاد دون داخل نيس نيا بون هو نيا دنيا يخف داخل يحيى وشروه هو يلقوا يحيى وشروه هذا واحد نيا بو تدي نيس نيا بابيز ولا سان ناخ استعبوا بابيز مثلا دون Эсмина Гацаева, Дауд Куруев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. И продолжаем выпуск. Республика готовится к 5-му юбилейному международному миротворческому форуму «Ислам, религия мира и созидания». На встрече в правительстве глава республики интересовался ходом подготовки к важному событию. Муфтий рассказал, что свое участие подтвердили известные богословы из 25 государств. Запланирована расширенная программа. Тема юбилейного форума тоже не случайна – религия и власть в условиях современного мира. Конференция, посвященная памяти первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, проводится каждый год. 25-го да, муаш тайши, как обычно, мадара делается экскурсии обязательно. Ахмад Хаджи Кашти баг мушхулуш, цикзир, тин такой республика дошло المجد, шкоч оздинах, цен обед ужин не штсадай трудовой, так 26-го с утра с 10 часов мероприятие, да, я говорю, так 18:00 чекать резолюции гумана чекать. عندنا عشت وكيف شو ديك خزنيخسن بقي علمنا بو اندير قطر طريقة صوفيزم قطر تون دكتور وشوي كل وشو أبو بكر هندي إذا هو تاكسين قيفي وشيخ ووش باكستاني رادق طريقة هناك بو يقيقنا إشت سعودسكي أرادي مصر إشت عربة بتشاو تقيب قيب بتشاو شوي أبشي روسيا را وإشت وخش بو سير كفكازي را إشت علم ناخو. Глава республики отметил, что присутствие на встрече руководителя администрации главы правительства не случайно. Он займется организационными моментами и обеспечением всем необходимым в ходе проведения форума. Рамзан Кадыров добавил, что конференция имеет большое значение для всего исламского мира, и поэтому она должна пройти на высшем уровне. Тем более, что опыт уже есть. Религия и власть в условиях современного мира самый необходимый для страны, сегодня именно в отношении ислама именно ислам 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 как экстремизм, терроризм изадур, что это у нас мы власть и религии совместно выиграли борьбу именно у террористов, экстремистов, когда мы наладили нормальный
человеческую жизнь, куда здесь сформировали все ветви власти, в первую очередь благодаря Ахмад Хаши, духовный, религиозный деятельность, мы можем читать лекции, часами, именно тема Религия и власть восточной части Северного Кавказа. Кандидатская защита. именно вот حديث ما دوك كده поэтому проблемы حدا كان عندهم واحد انه ما دوك كده لازم دوك كده وصلنا كشنا يكشنا مثلا واحد الله كده تخنا взаимодействие между религией и властью наладится. Чеченская республика, целостность государства России, другие государства, нормально, мирный жизнь, и актуально сегодняшний современный мир, тема Ахмад Хаши, бин Бог, заложительная основа, самые трудные времена для государства России, для народа Чеченской республики, заложительный фундамент, и на этом фундаменте мы строим республику. Is over uurschuld, de rest van de dag naar voren, dat zijn hand tegen mij. Dan melden uurstand dan samen лучшим образом, когда организовать, когда протокол, может часть horen, гостиниц, horen, например, договор, что он и он, просто так, что элем должен набу, и лир даже дома, в дикарду, и хейшит, и хейшит рисовано, туда. خاصة أهو دون قومس مامس دون أرجمت دون مصوص هيجي دون حاصل دون أول دون وجبياتي دون يشهد شوي دون أوبتيو وده عندي كني من ده دون ده عبيت Оперштаб по ликвидации последствий ливневых дождей подсчитывает ущерб. Напомню, во власти стихии оказались Шалинский, Гудермесский и Веденский районы. В основном в результате паводков пострадали мосты, дороги и частные домовладения. Об этом главе республики сегодня доложил руководитель оперштаба по устранению последствий паводков Муса Дадаев. Глава региона встретился с председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям. На повестке дня злободневная тема – паводки. Прошедшие ливневые дожди оставили после себя много проблем. Пострадали частные дома, линии электропередач и дороги. Основной удар стихии пришелся на Шалинский, Гудермесский и Веденские районы. Изучив ситуацию на месте, Муса Дадаев доложил о своей инспекционной поездке в наиболее пострадавшие в ходе стихии районы, а также отметил слаженную работу автодорожников. Полностью снесной коч, Веденский, Шалинский, Гудермесский район. Сейчас была так высокогорный район, что селганух, ажила такая же целая, таханух совещание еще собрали, но теперь информации тахана хагачу. Такая же мета играл, такая же была глава Каринсона, оперативно был беж, Карин субботу воскресенье выходом дольше игр жо эрбот был беж, мин автодор был выбор, игр доходор зин шхлаш, мин автодор хлю, наш виден районе, шейл районе, цыга зин шнир санчохла. Так, Широйский район, Шатойский район, цигах один, что духин, тей что, так гашли, тей что духин. Бороне, хавоши населен, цигмоватор 1500 метров, километр, цубисен, кана, абубака шита, зацадуал жабер, гамбайна, поле, что олог, вечерши, хлезадуш, цигах, сёрш, халдаш, цигах, саценер. Так, юх, Шелинский район, эго духу, хичидар, Шелинский район, абу, знается, камера, иш, بيحنا باسر باه ديلير بو ديلير دو تاق نسقوش بارمت ايتل صار غدا يشجع غادي يدوش نالا تسميتي ايساس شا قز تاخن подвал شو продукт питания да я шаш продукт питания дивисру дуга дома шикартан я чадалу доэл цунани на осталди душаша. Шалинский район. Первые сообщения о наводнении поступали именно отсюда. По уточненным данным, пострадали около 210 домовладений. Также проблемы возникли и с водоснабжением, и подачей электроэнергии. По нанесенному ущербу этот район стал одним из самых пострадавших, отметил Муса Дадаев. Фонд делает соната на царина подчеркнуть, теннищия не было до 90 миллионов, 100 евро. Заехала по так, печь главыш Шалинский район, по предварительным главыш информации 44 миллиона. В Шалинском районе здесь 100 хлопов,
Урус Мартановский район, царь цены 54 миллиона, царь хлебо, но царь из Хайлат, Ахензвай, МЧС, Белфой цены, совместно капец полностью перепроверить еще, и цифры ше, и мелахица лурду, так, Сен Хагин Сурстен цены, там духу зехали в район, и Шалинский район, нахана зехалуш, Иршка, Аюх не услышал, духу зехали из Виденский район, из Хаджуэль Хазуидня, Эртен Хаджуэль Хазуидня, Сотрудники Минавтодора оперативно сработали и в Виденском районе. Тут было снесено несколько пешеходных мостов, затоплены дома и подвалы. Похожая картина наблюдается и в Шатойском районе. Около 100 метров дороги на 5-м километре пути Шатой-Нохчкилой ушло вместе с рекой. Как говорят специалисты, участок будет восстановлен в ближайшее время. А в Итумкалинском районе объявлена чрезвычайная ситуация. После продолжительных ливней также пострадали дороги и мосты. В восточной части республики свой буйный нрав показал и ГУМС. Сильные порывы ветра оставили некоторые села без электричества. Глава республики отметил, что помощь будет оказана всем пострадавшим. И этот вопрос он контролирует лично. Izmir Kalbidon, Silverdon, Vienna, Losbon, Sheldon, Gelmus Jukadon, Budjukon, Adoldáciádon, Silverdon, Pastic jogkörösnél. Izadon, Metkisen, Hints, Weave, Metkidon, de iman, ugye, Balbes, Dodálszás, Balbok, Jodi Encsénádon, vagy Sásnőn, Hugel, ja, Balbes, ez Halad Dünda, Tak, Dünda, Kiecsen Biedon, és itt a dőlő dőjebos, Ájból, Biebácsi, Samuels Belgradon, Háles, Glaus, Balcimnek. Most szömet, Rádoros, és Szlávon, mit is viselő, hogy is Daolbos, Bolcsinszak, Balciminek érdezni. Zünderdon, tehát Szagazládi Hisjócston, Sedinszki, Gudermészki, Glauston, Dalnas, Dorsen, Árásból is ez a Tüksztesztan, Hinsz Holdi, a Selkauszkojdesztan. Hajájadon, és mellesje is, a Dárnesi, a Nálad is, a Hornál osztaldon, mellesje a díszlet, mellesje a Barton, особенно Шатойский, Итумкалинский, да, обмен стахи, свет, газ, проблем, что сауте дала, возить кризисные возили, что вес я вам вытекал, когда мышно, вы все это Тем временем специальная техника работает во всех районах, поданной как газ, так и электроэнергия. Жителям оказывается помощь продуктами и горючим. Рамзан Кадыров отметил, что работать нужно до полной ликвидации всех последствий стихии. Забига Итукиева, Ибрагим Налаев. Новости. Для жителей села Харачой такие природные явления, как ливневые дожди, довольно привычны. Вот только в результате обильных осадков в дом к жителям приходит не вода. Близлежащие к реке дворы заполняют груды камней и горный щебень. Кадры необычного явления в репортаже Адлана Дудаева. 83-летний Дугур Ищиев в селе Харачой заходит в свой дом не через ворота, а забор. Не потому, что любит спорт, а по необходимости. Паводки за последний год забили щебнями и камнями все ограждение его дома. Неделю назад засыпала и сарай старика, где он держал свой скот. Высохшее русло реки наполняется мощным потоком воды каждый раз после сильных ливней в горах. Раньше были дамбы, защищавшие дома, пешеходный мост. Но все смыло еще 2 года назад. Повреждена на окраине газовая труба, отрезавшая от голубого топлива часть села. Каждый раз приходится восстанавливать и линии электропередач. Вы обращались с просьбой о помощи в районную администрацию? Районная администрация, несколько заявлений, конечно, обращались. И каждый раз обращаемся. Районная администрация, Шейк-Далугда, однако таких масштабных средств, чтобы полностью исчерпнуть вот эту проблему, и у районной администрации, если с нашего руководства Хацахечери, и у них не хватает средств. В конце апреля по просьбе районной администрации приезжали представители МЧС и Минавтодора. Были сделаны проверки состояния дамб, домов и дорожного полотна. Замерили, сфотографировали, все вот эти необходимые первоначальные документы уже составлены. И что решили? Пока решение не вынесено.
Для того, чтобы решение было принято, людям необходима помощь дорожников. Если восстановить дамбы и укрепить асфальтом полотно улицы имени Ахмад Хаджи Кадырова, жилые дома будут ограждены от паводков. حال خليل شو إدام من شيوخها يعني بيرج وكربلاش إدام من شيوخها يعني إشتي حالدو نيرت إيروش كريشدوش وين ما أرناخ يطول البوش نقبعت فكون دقة خزنة سنسرت شيش بوخبار أقول زح يترك تريات ناخ مسك ناخ بو إشت بيجي نسا هم نسا بيش ساخانة بوش أتنك سرعة دخني دل شتدي عنده يخي دخني دل شو إيش أرداخ كأي بمتر وسطوي полностью هذا تخش своими силами за свои средства. Вода во время паводка бывает настолько сильного напора, что доходит до моста. Систематически страдает свыше 60 частных жилых строений. Некоторые семьи уже бросают свои обжитые места и переселяются в райцентр или к родственникам. Сейчас начинается легкий дождь, а в горах бьет гроза. Жители села Харачой с тревогой и напряжением в такие моменты. Вода здесь поднимается высотой до 2 метров, как надеются местные жители. Проблема будет скоро решена. Адлан Дудаев, Магомед Чекуев. Новости. И к другим темам. С наступлением выходных большая часть населения выезжает на природу. Этому примеру последовал Рамзан Кадыров вместе с друзьями Владиславом Сурковым и Русланом Байсаровым. В прошедшее воскресенье путь отдыхающих лежал в один из самых красочных районов республики. Съемки из Горного и Тумкалинского в материале Магомеда Езидова. Аэропорт Грозного принимает рейс из Москвы. Столичных гостей встречает глава республики. Впереди дорога в Чеченские горы. Уникальный уголок природы и Тумкалинский район. Глава Чечни проводит экскурсию для своих друзей Владислава Суркова и Руслана Байсарова. В экстремальном походе участвует также жена Владислава Суркова Наталья и Светлана Бондарчук, супруга известного режиссера Федора Бондарчука. Путь пролегает через горные тропы и бурные реки. Здесь не обойтись без помощи вездеходов. Во время привала участники похода порой дают волю чеченскому духу, сложно поверить, но в этих бурных волнах водится рыба. Местный егерь показал удачные места для ловли. Рыбалки, гости посетили добрую половину своего путешествия. Эти тропы легко могут стать туристическими маршрутами, проверенных Рамзаном Кадыровым. Где еще можно посидеть за столом из одной лишь древесины и совершить намаз на фоне звуков живой природы. Леса сменяются открытыми полями, откуда видны прекрасные пейзажи, горные вершины, покрытые снегом, бескрайние просторы горных цветов. Рамзан Кадыров собирает букет для Натальи Сурковой, любимой чеченской снохи, как он сам выразился на странице в Инстаграм. Экскурсия удалась, посмотрели красоты Чечни, увидели рыбные места и почувствовали единение с природой. Впереди дорога в Грозный. Магомед Езидов, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова официальная делегация под руководством председателя парламента Дуквахи Абдурахманова приняла участие в торжествах по случаю Дня Ставропольского края. На праздник прибыли и руководители делегации из других субъектов Юга России, в том числе и временно исполняющий обязанности президента Дагестана Рамазан Абдулатипов. В начале торжества с поздравлениями выступил губернатор края Валерий Зеленков. Затем состоялась церемония открытия нового символа Ставрополя – аллеи почетных граждан региона. После Зеленков провел совместную
совместную встречу с гостями из Чечни и Дагестана. Чуть позже состоялась отдельная встреча главы края со спикером парламента Чечни. Поручение Рамзана Ахматовича, мы на ваших торжествах День края. Мы постоянно здесь у вас бываем, мы отмечаем вашу роль с приходом, как изменилось ваше руководство Ставропольского края. Приветствуем вас, поздравляем и, конечно же, благодарим за те отношения, которые вы поддерживаете с нами. Рамзан Ахматович к лету собирается к вам и, конечно же, приглашает вас в Грозный. Приятно, что в этот день нашей радости, то есть Дня Ставропольского края, вы с нами. Чеченцы были всегда рядом. Вот. И сегодня у нас, конечно, праздник. Вам передайте тоже огромный привет, самые наилучшие пожелания. И мы сегодня тоже видим, как ваш руководитель занимается особенно молодежью. Это надо поддерживать друг друга, потому что мы живем одной семьей, вот, на одном Кавказе. Помощь, не знающая границ. Фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова оказал материальную поддержку Ханифе Сапралиевой из Ингушетии. Более того, следуя поговорке «нуждающимся необходимо дать не рыбу, а удочку», представители фонда подарили Ханифе теплицу. Слово Ахмеду Джабраилову. Всегда идет навстречу всем нуждающимся. Так можно сказать о региональном общественном фонде имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. За время своего существования фонд оказал помощь многим семьям. Причем акции милосердия не ограничиваются пределами Чечни. Сотрудники общественного фонда направились в сельское поселение Бердюрт, что в соседней Ингушетии. За помощью обратилась Ханифа Сапралиева. В своем письме женщина рассказала о тяжелом недуге старшего сына. Он болеет эпилепсией, а денег на лечение всегда не хватает. Президент фонда Эймайн Сыцунг Рамзан Стахкитин Дутхо, Гона Гостудун фонде. Я много слышала, не решалась я обращаться. Вот решилась, и теперь не пожалела. До сих пор семья из 5 человек жила в старом вагончике. С появлением денег можно заняться и строительством, признается женщина. Но и это не все, поскольку Ханифа с давних пор занимается садом и огородом. Фонд подарил ей и теплицу. Теперь овощи и фрукты собственного производства будут на столе Сапралиевых круглый год. Ханифа ахаскерт левошхум деш самоудоши хаахина тахуна теплицы наох. Антиха помидорик нерсик леворио. В саду у Ханифы растут не только персики, вишни и клубника, но и экзотический для этих мест гранат. Впрочем, она сама с удовольствием о них рассказывает. У меня все есть. И персики, и груши, и яблони, и фундук, орех, грецкий орех, черешни, вот этот шпанки крупные, гуржевал, киви. Семья Сапралиевых сегодня оказалась в числе 1000 людей, у которых благодаря помощи регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова началась новая жизнь. Теперь в семье будут думать над проектом нового дома. Ахмед Джабраилов, Ильяс Якубов и Джамал Эль-Хажалиев. Новости. В одну ночь в семье Батаевых в автокатастрофе погибли сын и сноха. На следующий день, находясь на похоронах, стало известно, что из жизни ушла их маленькая внучка. Причиной аварии, унесшей сразу несколько жизней, стала ошибка водителя, выехавшего на встречную полосу. Виновник ДТП взят под стражу, и дожидаться суда он будет в следственном изоляторе. Детали расследования в специальном репортаже Александра Майорова. Вы здесь находитесь в связи с чем? В связи с ДТП, повлекшую за собой смерть 3 человек. Если бы можно было вернуться назад, если бы в ту ночь он не решил бы обогнать по встречной. Автомобиль Анзора Яхьяева на полной скорости лоб в лоб протаранил ВАЗ-21-115. В ней ехали 5 человек, включая 2 маленьких детей. Мы сейчас находимся на том месте, где совершено дорожно-транспортное происшествие. Имеются в виду пятна на проезжей части у кромки. Осколки стекла разбиты. Автомашина ВАЗ-21-150. В ней находилось 5 человек. Водитель, пассажир, женщина и 2 детей. Женщина находилась в середине, на заднем сиденье. Ребенок, мальчик, находился с левой стороны от женщины на заднем сиденье. И девочка находилась с правой стороны от матери. Водитель автомашины 115 скончался в больнице. Жена его
тоже скончался от полученных телесных повреждений. Сын и дочка тоже получили телесные повреждения различной степени, но сын скончался на второй день. Отец и дедушка Убай Батаев потерял сразу нескольких родных людей. Воспоминания о тех событиях живы в его памяти, будто это было вчера. В тот вечер он ждал сына, который с минуты на минуту должен был приехать в гости к отцу вместе с женой и внуками, но так и не приехали. Прождав несколько часов, от знакомых узнал страшную новость. Самых близких людей больше нет в живых. Когда я приехал на месте происшествия, там была оцеплена полностью милицией. Я еле прорвался, когда увидел машину, лобовое столкновение, я понял, что там живых никого не осталось. Потом двоюродный брат подошел, он сказал: убери жену отсюда, они погибли. Вот. Потом пришлось мне жену оттуда убрать, убедить ее, что они в больнице. Вот так мы приехали домой. Ночью 12 часов привезли 2 трупа на скорой помощи. Я думал, уже надеялся, может, внук будет живой. На второй день, когда похороны, хотели трупы вывезти отсюда, мне сообщили, что внук тоже умер. Пришлось третью могилу выкопать. Глядя на ВАЗ-21-115, сложно даже представить, как выжили двое пассажиров. От автомобиля осталась ровно половина. Двигатель почти полностью ушел в салон. О силе удара можно говорить по техническим повреждениям, имеющимся на данной автомашине. Передняя часть практически отсутствует, а рулевое колесо вытолкнуло под потолок. В ДТП выжила маленькая внучка Убая Батаева. Сейчас девочки провели операцию, и родным предстоит ответить малышке на самый тяжелый вопрос. Где братик и папа с мамой? Ей 2 года, 2 чуть-чуть с лишним. Селезенку ее убрали после операции. Сейчас она в таком шоковом состоянии. Не видит ни отца, ни матери, ни брата. Часто задает вопросы, где они. Очень больно, не пожелал бы ни врагу потерять тут так семью. На больничной койке сегодня и пострадавший в том ДТП племянник Убая Батаева Альвиз Узаев. Как бы это страшно ни звучало, но молодому парню еще повезло. Повезло просто остаться в живых при лобовом столкновении. Плечо, руку, ну-ка подвигай рукой вот так кистью. Теплая? Ага. Ага. А как не можешь? А вот попробуй поднять ее. Поднять попробуй. Оторвать попробуй вот так. Благодаря медицинскому вмешательству его жизни уже ничего не угрожает. Но в свои 23 он даже после выписки домой, скорее всего, еще несколько месяцев проведет в постели. Повреждена нога. Селезенку удалили, печень зашили. Еще здесь плечо переломлено, еще рука, кость переломлена. Он доставлен 30 апреля. И лежал у нас, переведенный из Ачкой-Мартана, значит, там перелом плеча, и здесь прооперирован, и сегодня, вот как докладывает нам врач лечащий, состояние удовлетворительное, послеоперационное. По факту причинения смерти в ДТП 2 или более лицам возбуждено уголовное дело. Оно на особом контроле в МВД республики. Лично как руководитель оперативного штаба буду контролировать именно, чтобы она дошла до суда, чтобы суд определил виновность и наказание Яхьяева Анзора. Водителя Toyota Corolla, чья машина уничтожила целую семью, взяли под стражу, и дожидаться суда он будет уже в следственном изоляторе. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, 7 лет лишения свободы. Александр Майоров, Амир Тагаев, Рустам Исраилов, ЧГТРК Грозный при содействии пресс-службы МВД по Чеченской Республике. И в продолжении темы о работе по обеспечению безопасности на дорогах республики, проделанной за последние 2 месяца в Центральном аппарате МВД, доложил сегодня заместитель министра внутренних дел, начальник оперштаба Роман Адилов. Согласно его статистике, по сравнению с прошлым годом количество ДТП в нынешнем значительно ниже.
По данным оперативного штаба по обеспечению безопасности на дорогах республики, количество ДТП в текущем году серьезно снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. С 84 до 58. Число погибших с 34 до 26. В каждом районе республики днем и ночью проводятся рейды по задержанию нарушителей. Руслан Алханов заслушал результаты проделанной работы в этом направлении от своего заместителя Романа Идилова. Во всех силовых структурах я проводил совещания, чтобы именно они доводили своим сотрудникам, что правила дорожного движения мы все должны соблюдать. Поэтому они на сегодняшний день соблюдают, поэтому у нас ДТП в республике сократилось на 20 с лишним процентов. В нашей республике по надземным подземным переходам установлены камеры во всех и отремонтированный Евростандарт. Патрульные ГИБДД проводили рейдовые мероприятия в каждом районе республики совместно с местной администрацией и богословами. С нарушителями проводились разъяснительные беседы. Роман Идилов зачастую лично участвовал в таких рейдах. Подобная профилактика проводится и с пешеходами, переходящими дорогу в неположенных местах. Министр МВД отмечает, что сами сотрудники полиции также должны быть примером соблюдения дорожных правил. Сегодня правоохранительные органы и силовые структуры в этом направлении проводят огромную работу. Это заслуга, в первую очередь, главы республики. Мне хочется сказать огромное спасибо Рамзану Ахматовичу Кадырову, то, что он днем и ночью заботится о наших граждан, которые сегодня живут в нашей республике. Забота в первую очередь безопасности населения на первом плане у него. Работа по обеспечению безопасности на дорогах республики была усилена после того, как на эту проблему обратил внимание глава республики. В завершении встречи Руслан Алханов отметил, что подобные меры профилактики должны вестись на постоянной основе. Адлан Дудаев при поддержке пресс-службы МВД республики. Новости. Кража мобильного телефона и автомобиля. По части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России задержан 21-летний житель столицы Адлан Арцуев. Преступник выявлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела МВД России по Урсмартановскому району. Как позже признался молодой человек, украденное он продал неустановленным лицам, а деньги потратил на собственные нужды. Не остановило преступника и то, что похищенный автомобиль принадлежал его отцу. По обоим фактам задержанный дал признательные показания. Незаконная реализация товаров должна быть пресечена. Владельцы торговых точек, расположенных на муниципальной земле, обязаны до 1 июля явиться в мэрию столицы и предоставить полный пакет документов, разрешающих торговлю на заданном месте. Представители Комитета земельно-имущественных отношений уже проинформировали об этом предпринимателей. Они посетили несколько ларьков и магазинов, пообщались с хозяевами. Как выяснилось, полным набором бумаг, юридически обеспечивающих право на торговлю, похвастаться могли далеко не все. Однако даже незнание закона не освобождает от ответственности. Море улыбок, экстрима и мороженого. Для подопечных Грозненского центра социальной помощи семье и детям Министерство труда устроило веселую экскурсию. Около 40 воспитанников центра, а это полусироты и дети из малоимущих семей, получили возможность отдохнуть в парке материнской славы. Они смогли покататься на разных аттракционах и вдоволь поесть мороженого. Ребята провели в парке несколько часов. Акцию Министерства труда приурочили к наступающему Дню защиты прав ребенка. Смех, радость – это, конечно, много значит. Это то, ради чего мы живем. Это наше поколение, которое сегодня мы должны вложить все лучшее, все мы можем, в наше завтрашнее будущее. Руслан Чагаев, Тимур Дугазаев и Иван Драгон на одной арене с чеченской молодежью. Встреча с именитыми гостями состоялась в рамках концепции по духовно-нравственному воспитанию. В ходе беседы с ребятами известные спортсмены поделились секретом здорового образа жизни. Отдельные советы выслушал Хамзат Аюбов. Как преодолевать депрессию? Будет ли реванш с Поветкиным? Насколько вредны спортивные анаболики? Вопросы звучат самые разные. Каждому хочется услышать мнение заслуженных людей. В Грозный приехали экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Руслан Чагаев, чемпион Европы по боям по смешанным правилам Тимур Дугазаев и популярный исполнитель рэпа Иван Драго. В актовом зале Дворца молодежи своего рода аншлаг. Гости рассказывают, как они пришли к тем результатам, о которых сегодня знает весь мир.
вынуждены присоединить опцию. Как тебе на термин, ну, есть экономические, есть политические опции. Ну, так, он не считал, он приезжал, что он хорошо. 咱们完全的出了，咱们的出走，业务嘛，咱们，咱们去那都是随便走，随走我50分，咱们背2个。 Больше всего вопросов звучат по поводу дальнейшей карьеры Руслана Чагаева. Боксер выразил свое желание провести бой-реванш с Александром Поветкиным, от которого у спортсмена одно из 2 поражений в профессиональной карьере. На вполне ожидаемый вопрос о проведении боя в Грозном Руслан ответил, что он уже думал над этим. Началось сейчас пару боев, и я думаю, может, даже к концу года, если все будет хорошо, то мы хотели бы провести бой именно, титульный бой провести здесь, в Грозном, в Чечне. Ну, на данный момент это Луис Ортис, это кубинский боксер, который занимает 2-ю строчку в рейтинге WBA. И это будет как бы... Если сейчас Поветкин и Кличко будут боксировать за пояс, то пояс Александра Поветкина, он останется вакантным, как бы, пояс временного чемпиона, регулярного чемпиона, да, Капуч. И за этот пояс мы хотели бы побоксировать. По окончании всех вопросов молодежь попросила именитых гостей о совместной фотографии. Каждый желающий имел возможность зафиксировать кадры с известными спортсменами и рэпером, кадры, которые уже завтра будут светиться в социальных сетях. Подводя черту под дружной встречи, Иван Драго исполнил для всех собравшихся популярную песню «Дух наш Грозный». Тебе в лицо спою, я пишу картину. Микола говорит, еще не вмерла Украина. Серега говорит, люблю тебя, Россия, мама. А Тимур так Грозном красиво стало. Краса, минареты, война и нету. Спасибо Розару за это. Хамзат Аюбов, Ибрагим Налаев. Новости. Крайне необходимое изобретение для фермеров и садоводов. Изобретатель из Центароя разработал универсальный почвообрабатывающий агрегат. Он способен без труда срезать сорняки с корнями. Как утверждает наш корреспондент Мадина Гишлеркаева, с помощью агрегата можно решить сразу 2 проблемы – урожайность и производительность труда. Универсальный почвообрабатывающий агрегат готов к работе. Свое детище житель Центароя Шиса Тимиралиев собрал прямо во дворе. Трудился целый год, зато теперь машина готова конкурировать даже с зарубежными аналогами. أص دائما تدوي أشياء مدوقهم دو أدمو حيول كدولقة ولاينا قوة بيعويلر سو قوة سودير درس غالط كريسون لا يغلي يوشهم ييس أس لا كيغات ديش الله يخ إشتا هنزين يلا أجيجات دقي أرسون. Изобретение ШИСа относится к сельскохозяйственному машиностроению. Автор называет свою работу врагом сорняков, так как при его использовании они срезаются с корнями. Таким образом решается проблема урожайности и производительности труда. Кроме того, агрегат способен положительно влиять на структуру почвы. Агрегат принцип работы самый простой, пассивного типа вращения. Агрегат прошел пробные испытания на высокозасоренных почвах. По отзывам специалистов, первые результаты подтверждают возможности нового агрегата по качественной, комбинированной и предпосевной подготовке почвы. Изобретение ШИСа оценили не только аграрии. Изобретение ШИСа в 2011 году представляло Чеченскую республику на выставке «Высшие достижения народного хозяйства» в Москве. Житель Центароя также стал серебряным призером конкурса «Технический прогресс в Грозном». Сейчас агрегат разобран. Совсем скоро из его деталей автор намерен собрать сенокосилку. Так что нынешний приезд съемочной группы в Центарой, возможно, не последний. Мадина Гишлеркаева, Мусим Типаев, Тамерлан Арсанукаев. Новости. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Адик Йолшу.